На берегу огромного лимана возвышается величественное средневековое сооружение. Достаточно лишь беглого взгляда, чтобы понять, эти стены – немые свидетели многих исторических событий. А Керманская крепость на скалистом и обрывистом берегу Днестровского лимана – одна из крупнейших крепостей, сохранившихся на территории современной Украины. Сегодня она расположена в Одесской области, которая не так давно именовалась Буджак. Но прежде чем на страницах истории появится топоним Буджак, на этих землях еще в VI веке до нашей эры будет заложен большой античный город-государство Тира. Его основатели – древние эллины, выходцы из города Милет. Тира, так же как и соседняя Ольвия, изначально был независимым городом. Он лежал на пересечении торговых путей. Здесь чеканилась собственная монета с изображением богини плодородия Деметры. Позже на монетах появились портреты местных царей, а 65 года нашей эры и римских императоров. Этот артефакт подтверждает то, что Тира в I веке нашей эры вошла в состав Римской империи. Однако город сумел сохранить частично свою суверенность. Здесь по-прежнему чеканилась монета и издавались свои законы. Город процветал и богател. Здесь были развиты ремесла, земледелие, виноградарство, а многие местные жители активно занимались торговлей. В середине III века Тира была захвачена готами и преобразована в военно-политический центр в Северном Причерноморье. Однако спустя 100 лет, в 375 году, Тира не смогла противостоять войску гуннов и, согласно источникам, фактически перестала существовать. После разрушения гуннами Тиры сюда пришли византийцы. Их поселение получило название Маврокастрон – «Черная крепость». Сегодня руины античного города-государства Тира соседствуют с крепостью. Другая часть находится под самой крепостью, предкрепостной площадью и прилегающими улицами, где предположительно располагался древний Акрополь. Третья торговая часть Тиры и порт разрушены водами лимана и позднейшими постройками. Насколько восстановили древнюю Тиру византийцы, сейчас уже сказать трудно. Очевидно, здесь было небольшое укрепленное поселение, которое выполняло функцию торгового узла. Однако, несмотря на то, что в крепости угадывается некий византийский стиль, не они стали строителями первой цитадели. Эпоха сменялась эпохой, и древняя Тира, или уже Маврокастрон, и часть Северного Причерноморья меняли своих хозяев. Одни приходили, завоевывали, но не оставались здесь надолго. Другие же, напротив, оседали и постепенно интегрировали с местным населением. Каждый народ или племенной союз оставили в этих местах о себе след. К примеру, гунны сохранили о себе память в виде топонима Гунивар. Так, по мнению шведского историка Иоганна Эриха Тунмана, именовалась часть нынешнего Буджака. Гунны смешались с булгарами, те, в свою очередь, с печенегами, а в начале XI столетия в этих местах осел тюркский народ – куманы или кыпчаки. Итак, с XI века кыпчаки владели не только Буджаком, но и всем Северным Причерноморьем, а со временем, как и их предшественники, приняли активное участие в формировании этногенеза крымских татар. Сохранились сведения, что здесь, в Буджаке, проживал один из кыпчакских князей, некий Бессараб. Его именем стали называть и жители этого региона – бессарабами. Так ли это было на самом деле или это всего лишь легенда, неизвестно по сей день. К сожалению, мы пока не знаем, как город выглядел при кыпчаках, но, зная культуру этого народа, можно сделать предположение, что уже тогда здесь были заложены первые фортификационные сооружения. В XIII веке город, впрочем, как и весь Буджак, вошел в состав Великой империи чингизитов, и кыпчаки и ордынцы стали именовать его Аклибу – «Белая крепость». При ордынском хане Бырке на самой высокой точке Днестровского лимана была заложена первая цитадель. Столетием позже преемники Бырке отдали город в аренду генуэзцам. И с этого времени у Аклиба появилось второе название – Монкастро.
Предприимчивые генуэзцы не заложили и не выстроили, а перестроили и укрепили замок ордынцев. Он сохранился до наших дней, потеряв лишь одну из 4 башен. Его принято называть генуэзским. Сегодня он является своеобразной крепостью в крепости. Со временем, когда его покинут генуэзские представители, он будет служить резиденцией коменданту и офицерам гарнизона. Здесь же будет храниться арсенал и казна, а подвалы переоборудованы под тюрьму. Я думаю, что роль генуэзцев в истории Белгорода, тогда еще Белгорода, сильно преувеличивают. На мой взгляд, о генуэзском периоде говорить вообще невозможно для истории нашего города. И их вмешательство или их участие в строительстве нашей крепости тоже говорить не приходится. Во всяком случае, мы знаем, что здесь не была большая торговая фактория, хотя консульство создано не было. В нотариальных документах, которые фиксируют, в общем-то, сделки купли и продажи, упоминается всего лишь 8 семей итальянцев, которые на тот момент проживали в Белгороде. Я думаю, что это не такое большое количество жителей города, тем более не с постоянной пропиской. Поэтому говорить генуэзский период для нашего города практически невозможно. Не стоит забывать, что генуэзцы здесь никогда не были хозяевами. Они стабильно платили налоги в ордынскую казну и, возможно, после того, как империю чингизидов унаследовали крымские ханы, так же, как и крымские генуэзские фактории, переориентировались бы на новых арендодателей. Но здесь, в Буджаке, ситуация сложилась иначе. По соседству переживало пик своего могущества Молдавское княжество, которое в конце XIV века расширяет свои границы, завоевав побережье Черного моря от устья Дуная до Днестровского лимана. 2 крупных портовых города Килия и Керман переходят в подданство молдавским господарям. По мнению историков, около 20-х годов 15 века на территории Акермана, а точнее, как его теперь стали называть, Читатя-Альбы, ведутся масштабные строительные работы. Молдавские господари укрепили старый генуэзский, а точнее ордынский замок и возвели новые стены и башни. Главной мотивацией такого грандиозного по тем временам проекта была оборона своих границ от крымских татар, хозяев Буджака, на территории которых, собственно, и находился Акерман. Что касается генуэзцев, то их выдворили как из крепости, так и из города, запретив им заниматься самым прибыльным – торговлей. Часть генуэзцев подались в Крым, другая часть уехала в Геную. Новая крепость из местного камня-известняка приобрела новый вид и сохранилась до наших дней почти полностью. Ее форма напоминает неправильный многоугольник, а общая площадь около 9 гектаров. С 3 сторон крепость окружает широкий ров, глубина которого достигала от 10 до 11 метров. Внешние стены крепости протянулись почти на 2,5 километра. Их высота достигает 12 метров, а толщина местами до 5 метров. В стены встроены 34 прямоугольных, круглых и многогранных башен и бастионов. Изначально крепость состояла из 3 дворов, каждый из которых имел специфическое назначение и мог самостоятельно вести оборону. Первый двор – это уже упомянутая выше цитадель или генуэзская крепость. Второй – гарнизонный двор, где постоянно проживал гарнизон. Самым большим является гражданский двор. Он был застроен одноэтажными домами и хозяйственными постройками. Сюда во время опасности стекалось население города и близлежащих сел. А вот 4-й портовый двор появился здесь чуть позже. 5 августа 1484 год. С берега замок окружила 50-тысячная армия крымского хана Мингли-Герая, с лимана войска османского султана Баязида II. Союзники предпочли не штурмовать, а взять в осаду город. Всего через 16 дней горожане сами вынесли 10 ключей от ворот замка и города и передали их новым хозяевам. Никакой героической осады Читатя-Альбы не было. Местные жители хорошо понимали, что их крепость стоит в землях молодого, но уже мощного крымского ханства, чьи границы соседней и союзной Османской империи пролегали по Дунаю. И рано или поздно им пришлось бы перейти в подданство крымского хана или покинуть Акерман. Они выбрали первое, и с этого времени для города наступает османо-крымско-татарский период.
Город Акерман, как теперь его официально будут именовать во всех источниках, находился в землях буджакских татар, потомков кыпчаков. Буджак, в свою очередь, а это современная Одесская область Украины, был самой неспокойной провинцией Крымского ханства. Он граничил с Едисаном и Османской империей, и поэтому историки часто путают, называя эти места османскими. Возможно, путаницу вносит еще тот факт, что в Акерманской крепости с позволения крымских ханов размещался османский гарнизон, однако основное население составляли крымские или буджакские татары. Примечательно, что они жили как в окрестностях, так и в самом городе еще в период молдавского владычества в Акермане. Ведь не секрет, что господарь Стефан Великий и крымский хан Менгли-Герай были больше союзники, нежели соперники. С 1484 года облик города постепенно начинает меняться. В самой крепости проводятся ремонтные работы, а позже принимается решение возвести новую оборонительную линию. Для этих целей в Акерман приглашаются французские инженеры. В самом городе появляются новые кварталы, мечети, мектебы, хамамы. Мечети появляются и на территории крепости. В так называемом гражданском дворе крепости строится мечеть, получившая имя султана Баязида. К сожалению, сегодня о существовании этой мечети напоминает лишь чудом сохранившийся минарет. Чуть позже в книге «Путешествие Евлия Челеби» будет указано, что в городе Акерман было две соборные мечети. Первая, как уже выше было сказано, носила имя султана Баязида, а вот вторая – имя крымского хана Менгли-Герая. И это еще раз подтверждает тот факт, что город никогда не был только османским. Мы входим на территорию первого гражданского двора нашей крепости посредством главных Ликилийских ворот. И как раз напротив мы видим возвышается минарет большой мечети Великого Баязита. На территории первого гражданского двора крепостного, на территории прилегающей площади зафиксировано около 8 мусульманских мечетей. В основном это откупы как раз крымских ханов, крымских беев. Где именно в городе находилась мечеть, носившая имя Менгли-Герая, неизвестно. Неизвестно также, где находилась знаменитая акерманская мечеть Бююк-Джами. В первые годы османо-крымско-татарского периода появляется четвертый – портовый двор. Он тянулся вдоль берега и составлял 1,5 гектара. Сюда прибывали торговые суда, и в течение 40 дней, время карантинного срока, хранились привезенные товары. И только после купцам позволяло забирать свои товары и продавать его либо в городе, либо везти дальше во внутренние регионы Крымского ханства. Здесь же была выстроена одна из первых в городе османских бань – хамам. К сожалению, от портового двора остались лишь руины. Сегодня здесь ведутся археологические работы. Крымские ханы довольно часто посещали Акерман. Они совершенно справедливо считали его одной из своих провинций, так же как Очаков, Бендеры, Каушаны и другие города в провинциях Крымского ханства. А один из правящей династии нашел в Акермане вечный покой. 1584 год стал годом двоевластия в Крымском ханстве. На ханский престол фактически были избраны два крымских хана – Саадет-Герай, старший сын погибшего хана Мухаммеда, и Ислам-Герай, сын хана Девлета-Герая. Возможно, избрание на трон великого хакана было неожиданностью для самого ислама, так как он уже давно был далек от мирских дел и тем более политики. Для себя он избрал духовный путь и проживал в суфийской общине в городе Конья, за что и получил прозвище «Дервиш». Но его избрание лоббировал османский султан Мурад III и ряд крымских беев. Им было выгодно иметь в Крыму союзника, однако эту точку зрения не разделял народ Крыма и Калга Саадет-Герай. Калге Саадету-Гераю удалось собрать под свои знамена внушительное войско и уже через 3 месяца двинуться маршем к столице ханства. Но Саадет проиграл битву за престол и вынужден был уйти за Оркапы. У хана Ислама-Герая Дервиша появился новый соперник – его народ, который открыто выступил против него. Хану потребовалось приложить много усилий, чтобы завоевать доверие своих подданных. На личные средства он выстроил несколько мечетей и даже в 1587 году выделил деньги на строительство церкви для готского населения деревни Бия-Сале. Крымскому хану удалось усмирить непокорных татар Буджака, которые без его ведома вторглись в Молдавское княжество. Этот инцидент заставил Ислама-Герая прибыть сюда, в Акерман.
Здесь, в крепости, к нему вынуждены были явиться организаторы и лично отчитаться за несанкционированный поход перед ханом. Ислам-Герай вынес решение немедленно вернуть все награбленное соседям. Буджакцы вынуждены были подчиниться. После этих событий авторитет хана возрос. Ислам-Герай хан возвращаться в Бахчисарай не торопился. В Акерман он прибыл вместе со своей семьей, 2 женами, Озюм-Султан и Шефер-Султан, братьями Алпом и Фетхом-Гераем. В некоторых источниках говорится, что здесь, в Акермане, он ожидал прибытия османского султана Мурада III для того, чтобы совместно совершить поход в земли королевства польского. Однако не поход удерживал его здесь. Дело в том, что в Акермане находился крупный суфийский центр. Ислам-Герай сблизился с многими учеными-мистиками этого центра, близкими ему по духу. Ислам-Герай II Дервиш больше не вернулся в Бахчисарай. В конце марта 1588 года он заболевает и скоропостижно умирает. Его брат, наследник престола Калга Алп-Герай, который видел себя уже следующим крымским ханом, с почестями хоронит Ислама-Герая в Акермане у мечети Бююк-Джами. Где именно находилась мечеть Бююк-Джами, или же, возможно, ее именовали еще как мечеть Баязида, неизвестно. Возможно, именно здесь, на территории гражданского двора в крепости у мечети, и находился надмогильный памятник, а может быть даже и дюрбе, одному из крымских ханов. Наверняка именно это дюрбе видел известный османский путешественник Ивлия Челеби, посетивший Акерман в 1657 году. Ивлия Челеби писал, что крымские татары называют крепость Ак-Кермен, что буквально означает «белая крепость». Путешественник также отмечал, что на территории крепости находятся 1500 благоустроенных домов, и все они смотрят в сторону восхода солнца, реки Днестр, в сторону Черного моря, а также пустыни Камра-Алкум. Согласно Челеби, в городе за пределами крепости в ханский период насчитывалось 30 кварталов Малии. Дома были выкрашены в белый цвет и почти все имели деревянные верхние этажи. Вместо заборов служили живые изгороди, виноградники и сады. Здесь были кофейни и шумные бузахане. В городе находилась старинная мечеть хана Менгли-Герая, мечеть Ваиза Джами и мечеть султана Селима хана. В 17 местах города располагались начальные школы, мектебы и одно высшее учебное заведение медресе. По словам путешественника, оно находилось около торговых рядов. Челеби указывает, что в городе было много домашних бань. Он обращает внимание на то, что вода и воздух здесь очень приятны, то люди крепки телосложением, лица их пышут румянцем. Он также упоминает, что в Акермане находились лавки от каждого ремесленного цеха, но бедестана или большого крытого рынка не было. Хотя это кажется странным, ведь тот же путешественник сообщает, что у пристани Акермана и летом, и зимой немало кораблей из разных стран, и добавляет: город этот известен и славится своим белым хлебом, маслом для маяков, пшеницей, ячменем и песком для часов. В восточной и южной частях города раскинулись виноградники и сады, а на западе от Акермана тянется гряда песчаных холмов. Среди местных жителей было распространено мнение, что город в итоге занесет песком. В 1657 году Ивлия Челеби стал свидетелем приезда в Акерман крымского хана Мухаммеда Герая IV Сафу, который вошел в историю как один из самых богатых и, что немаловажно, щедрых ханов. Всего через несколько лет Мухаммед Герай станет героем знаменитой Конотопской битвы 1664 года, когда он в союзе с гетьманом Иваном Выговским разобьет значительно превосходящую по численности армию московитов. Кроме своих блестящих военных заслуг, хан лично финансировал строительство мечетей и мектебов по всему ханству. Он также, как и многие его предшественники, увлекался поэзией и писал стихи, газели под литературным псевдонимом Кямиль. Ивлия Челеби восхищался Мухаммедом Гераем и возвел его в ранг своих кумиров. И он был не одинок. Османский комендант крепости Акерман Мелек Ахмед Паша, узнав о прибытии великого хана, да еще накануне великого мусульманского праздника Ураза-Байрам, велел привести в порядок крепость и город. Он отрядил навстречу высокому гостю янычар и велел им сообщать о продвижении хана и его свиты. Всему населению города было объявлено, чтобы каждый день готовилось по 10 котлов шафранного плова. Играли музыканты, и все алайбеи, черешбаши, бюлюкбаши усердно принялись за дело очистить Акерманский ров.
а после открыли шлюзы и пустили по рву воды Днестра. Глашатаи города прикричали, что если кто-нибудь еще раз бросит в ров хотя бы горчичное зерно, то над ними будет учинена расправа. Наконец, Мелек Ахмеду Паше сообщили о прибытии хана. Он направил из-за Кирмана навстречу Мухаммеду начальника дивана в сопровождении 3000 избранных ак в полном вооружении на чистокровных арабских конях. С ними он послал чистокровной черной масти арабского скакуна, убранного в усыпанное драгоценными камнями и жемчугом седло, с украшенным драгоценностями мечом и золотой цепью. Сам Паша со своей свитой вышел навстречу хану. Описанный в Илья Челеби прием крымского хана в Акермане не был редкостью. Сюда часто приезжали представители ханской династии. А перед Акерманом на полях могло расставить свои шатры большое ханское войско, готовое выступить в европейские походы совместно с османскими янычарами. Несмотря на то, что фактически Акерманская крепость была неприступна, в XVI-XVII веках украинские казаки неоднократно совершали сюда свои походы. Здесь был Семен Пали, Иван Сирко и Григорий Лобода. Один из первых зафиксированных четко письменными источниками походов датируется 1517 годом. Казаков возглавил Евстафий Дашкевич. Поход был крайне удачным. Казаки не только взяли богатую добычу, они отбили и невольников, и благополучно ушли в плавни. Правда, белгородский паша опомнился, хоть и поздно, послал вдогонку казакам значительные силы, но те без особых потерь вернулись все-таки домой. Но, на мой взгляд, наиболее удачным, наиболее ценным был поход 1594 года. Тогда казаков возглавил гетман Григорий Лобода. Правда, сам он не считает свои действия, свой поход удачным. Зато его отметил австрийский посланник Эрик Лесота. Именно в ходе этого похода были разбиты те войска, которые султан собирал для участия в военных действиях именно в Венгрию. Этот поход поддержали и молдавские войска, молдавские ополченцы, молдавские крестьяне. Их вел за собой молдавский господарь Ион Воевода. Примечательно, что в самом городе Акерман буджакская знать не проживала. Как правило, они селились в своих имениях, находившихся неподалеку от города, либо же проживали в одноименном столичном городе Буджак. Прибрежный Акерман в основном населяли купцы и люди среднего достатка, а еще Акерман стал настоящим светочем науки и просвещения. Місто Акерман, яке нині називається Білгород-Дністровський, було досить значним ще й науковим центром того часу. Власне, в цьому інтелектуальному середовищі працювало чимало науковців. Серед них були і представники каляму, тобто ісламської теології, і фікгу ісламського права, і філології, і поети, і суфії, носії духовної культури. Відомо, зокрема, за словами Евлія Челебі і інших мандрівників, що у Акермані було декілька медресе. І випускники цих медресе пізніше займали досить суттєві посади у Османській імперії. 17 век стал для Акермана временем расцвета и популярности. Говорили, здесь особое место, отмеченное милостью Аллаха. Ведь крымско-татарский Акерман дал исламскому миру целую плеяду талантливых ученых и мыслителей. Нам відомо також праці такого азербайджанського дослідника, як академіка Зії Буніятова, який публікує реєстри деяких османських професій 18 століття, 17-го, і там дуже багато людей з прізвищем Ак-Кірмані, походження кірманського саме. Це Муса Ак-Кірмані, початок 17 століття, лексикограф, який писав деякі праці по викладанню і по дослідженню арабської мови, мови тогочасної культури, науки, релігії. Пізніше це був Алі Ак-Кірмані. Алі Ак-Кірмані або Алі Ефенді Ак-Кірмані взагалі це досить унікальна постать, тому що від нього лишилася ціла збірка фатв, тобто богословсько-правових рішень, які переписувалися і читалися в різних частинах Османської імперії, і навіть поза її межами. Також варто згадати і Ахмада Ак-Кірмані, це правник, який написав коментар до праці Мултакатуль Абгар, якби поєднання морів перекладається. Це є праця правова і фактично до реформ Сулеймана Кануні, і навіть набагато пізніше
Це була така стандартна книга для розуміння права ісламського. Ну і варто ще згадати такого, як Накші ак-Кірмані. Це відомий поет османський, який жив і, очевидно, був навіть похований в ак-Кірмані, від якого лишилося багато дуже поезій, містичних поезій. Зокрема, є його поетична збірка «Айнуль-Хаят», тобто це джерело життя, де він описує свої містичні досвіди, і зараз дуже поціновується його поезія в Туреччині. Сучасні є видання, є переклади. Ну а найважливіша, певно, постать ак-Кірману – це Мухаммад бін Мустафа ак-Кірмані або Мехмед ак-Кірмані, унікальна просто фігура. Діяв він у 18 столітті, автор понад 60 наукових праць, який закінчив свій життєвий шлях тим, що був кадієм, суддєю в Мекці. Він писав і тлумачення до Корану, писав і богословські роботи, причому писав не тільки арабською, а й османською мовою. Якщо ми візьмемо ісламський світ 18 століття, то Мухаммад бін Мустафа ак-Кірмані був, певно, що однією з найбільших фігур у цей період. Він, зокрема, висловив чимало ідей, які пізніше знайшли відгук у мислителів 19-20 століття, в якійсь мірі навіть випередив деякі реформаційні процеси в ісламі, тому що говорив про необхідність повернення до первинного ісламу, був послідовником так званого кадізаделізму, представляв кадізаделітський напрям. І теж його роботи зараз читаються, перекладаються, публікуються. І це робить, власне, показує, що ак-Кірман – це не просто було місто, де відтворювали якісь інтелектуальні традиції, а розвивали і навіть експортували. І навіть вихідці з ак-Кірману були настільки відомими далеко-далеко за межами свого регіону. Наприклад, рукописи деякі, написані Мухаммадом ак-Кірмані, вони відомі і в Середній Азії, і в Північній Африці, і навіть за межами Османської імперії. Ак-Кірман – место особое. Здесь родились, жили и творили крымско-татарские ученые, правоведы и философы, чьи имена были известны далеко за пределами Буджака и Крымского ханства. Все они носили приставку ак-Кірмані и никогда не теряли связь со своей родиной и городом ак-Кірманом. Во второй половине XVIII века Украина была оккупирована Российской империей. Сюда, в еще свободный Буджак и, в частности, в ак-Кірман, массово стали переселяться украинцы. Они бежали от крепостной зависимости, а уже в конце XIX века украинцы стали крупнейшей национальной общиной ак-Кірмана. К тому времени жители ак-Кірмана, крымские татары, не согласные с агрессивной политикой России, стали массово переселяться в соседнюю Османскую империю. Ак-Кірман разделил судьбу многих крымско-татарских городов, однако сумел сохранить главное – величественную крепость, где разворачивались самые важные в истории Крымского ханства события. В 1944 году ак-Кірман вошел в состав УССР, однако уже как Белгород с приставкой Днестровский. Однако это название сохранилось только в официальных документах. Местные жители его по-прежнему называют ак-Кірман.